Республика Коми считалась одним из ключевых регионов кампании 2020. Федеральная власть превратила регион в полигон для отработки технологий размывания протеста. Совсем недавно борьба против московского мусорного полигона на станции ШИИС была моделью для аналогичных движений по всей стране. И главной задачей выборов было замирить неспокойный регион. Оппозиция в Коми получила уникальный шанс пополнить свои ряды свежими медийными лицами и, чем черт не шутит, перезагрузить политическую систему республики в свою пользу. Что получилось и что не получилось у участников выборов 2020 в Коми, расскажем прямо сейчас. Предвыборная гонка в Коми фактически началась 2 апреля. В этот день бывший глава региона Сергей Гапликов ушел в отставку. К нему накопилось слишком много вопросов. Отменил компенсации за детские сады для многодетных семей, допустил многотысячные митинги в Сыктывкаре из-за ШИИСа, а тут еще и коронавирус. Коми на несколько дней застряла в списке регионов с самым большим количеством заболевших. Тогда Владимир Путин направил в республику спасителя, бывшего врача-эпидемиолога, заместителя министра здравоохранения России Владимира Уйбу. Из кремлевского кабинета казалось, что выиграть выборы – это плевое дело. Хотя со стартовыми позициями, надо признать, Уйбе повезло. Надо сказать, что надо быть очень сильно постараться, чтобы после Гапликова быть плохим назначенцем. То есть после Самодура любой не Самодур уже позитив. Поэтому в этом смысле Уйбе повезло, что у него был Гапликов, потому что хуже Гапликова сложно себе представить. О своем желании стать главой Коми Уйба заявил через 2 недели после назначения в Рио. Причем сразу обозначил, хочет выиграть не только эти выборы, но и следующие, через 5 лет. Так что будем жить и работать. Не надейтесь, что это я тут приехал на недолго. Привыкайте. Главным соперником Уйбы стал лидер коммунистов в Коми Олег Михайлов. Еще 5 лет назад о нем мало кто знал в регионе, но в 2015-м он избрался в Госсовет. Там он активно критиковал единороссов, голосовал против пенсионной реформы и поправок в Конституцию, а 2 года назад стал одним из лидеров протеста против строительства мусорной свалки на станции ШИИС. КПРФ неоднократно устраивала многотысячные митинги в Сыктывкаре, где ярче других выступал Михайлов. Фракция КПРФ подготовила и внесла в Государственный совет Республики Коми закон, который запрещает ввоз мусора на нашу землю. Скажите, вы поддерживаете эту идею? Спасибо. После очередного митинга в апреле 2020 года Михайлов предложил собравшимся прогуляться до администрации губернатора. Шествие не было согласовано, но Михайлова это не остановило. Здесь он снова выступил перед собравшимися и передал резолюцию чиновникам. В день, когда Владимир Уйба прилетел в Сыктывкар, Михайлов объявил о своем участии в выборах. Предвыборная гонка официально стартовала. Уйба решил пойти на выборы самовыдвиженцем. Ассоциироваться с «Единой Россией» было слишком рискованно. Но была одна загвоздка. Региональный закон это прямо запрещал. Тогда Уйба решил переписать его под себя. Обсуждение поправок в Госсовете получилось нервным. Некоторые депутаты жаловались, что получили текст законопроекта лишь 1,5 часа назад. В зале началась перепалка, а спикер парламента Надежда Дорофеева просто растерялась. Тогда ее заместитель Александр Макаренко предложил свернуть споры. Он полушепотом подсказывал Дорофеевой, что вопрос уже давно пора вынести на голосование. Эту фразу он повторил 11 раз. Коллеги, поступило предложение прекратить прения, предоставить слово фракциям. На голосование. Да мы... Татьяна Алексеевна, вы дискутируете, вы уже не вопрос даете, на снятие дискуссию. 46. Прошу поставить на голосование. Ну и непонятно, ну спросили, вам ответили. Голосуйте, как вы будете голосовать. Начинается. Коллеги определяются. Не голосуйте, пожалуйста. Прошу поставить на голосование.
И ты голосовал. Ну, предложение же я не знаю. Ставьте на голосование. Ну, хорошо. Поддерживайте. На голосование. Ну, Коллеги, поступило предложение прекратить прения и поставить на голосование. Ставлю на голосование. Ставлю на голосование. Да. Ставлю на голосование. В июле стало понятно, что рейтинг Михайлова слишком высокий, возможен второй тур. И тогда его решили не допустить до выборов с помощью одного из любимых приемов политтехнологов – муниципального фильтра. Команда Михайлова собрала необходимые 180 подписей, но при их проверке выяснилось, что часть этих подписей задвоена. То есть кто-то из депутатов сначала поставил свою подпись за конкурента-коммуниста, а потом и за него. Такие подписи были исключены из общего списка. Ну, никакой базы онлайн не существует. Соответственно, вы верите на слово. Кроме того, мы понимаем, как у нас там документы часто подделываются задним числом. То есть, грубо говоря, после того, как кто-то узнал, что, например, депутат Петров за вас подписался, ну что мешает там изготовить подпись, поставить более раннюю дату? И они что? То есть власть говорит, что вот верьте нам и все на слово. Я убежден, что если бы Михайлов был зарегистрирован, он, скорее всего, бы выиграл, потому что он местный, он раскрученный, он говорит с людьми на понятном языке. И это была не единственная уловка Уйбы. Его команда постаралась, чтобы Михайлову досталось как можно меньше подписей муниципальных депутатов. Для этого штаб в Рио собирал подписи не только для себя, но и для кандидатов-спойлеров. Вот посмотрите. Это подписной лист кандидата от ЛДПР Андрея Никитина. За него в Воркуте подписался депутат Агафонов. Это произошло 3 июля в 10 часов 13 минут. Заверил подпись нотариус Щербаков. А это подписной лист самого Уйбы. В Воркуте свой голос ему отдал депутат Копосов. Спустя всего 14 минут после Никитина. Подпись заверил все тот же нотариус Щербаков. Теперь посмотрим на подписной лист кандидата Виктора Бетехтина от «Зеленой альтернативы». Снова Воркута, снова 3 июля, снова разница в несколько минут. А заверил подпись уже знакомый нам Щербаков. И мы спрашивали, а за кого вы подписали? И некоторые депутаты говорили, а я не помню, за кого я подписал. И это было не единожды. Они говорили, я реально не помню. Нас всех привезли все вместе. Раздали нам 4 подписных листа условно. Вот есть кандидат, значит, временно исполняющий обязанности. Есть кандидат от коммунистов. Коммунистическая партия социальной справедливости, они ее так подсовывали. Вот, есть, значит, зеленые экологи и есть ЛДПР. Вот за кого вы хотите, за того и подписывайтесь. На заседании избиркома Коми, где объявили о снятии Михайлова, группа поддержки коммуниста скандировала «Допускай» и «Позор». После схода с предвыборной гонки Михайлов переключился на выборы в Госсовет Коми. Там у КПРФ были реальные шансы получить больше трети голосов. Если совсем говорить про последнюю каплю, да, то есть когда этот такой взрыв произошел в сознании очень многих людей, это, конечно, ШИС. Потому что посягание на родную землю, наверное, стало очень больным вот таким вот действием, которое и привело к тому, что люди проснулись. Юлия Посевкина больше 13 лет в правозащите и общественной работе. Открыла 2 центра для детей и подростков с инвалидностью, инспектирует психоневрологические интернаты, занимается благоустройством. На выборы пошла от КПРФ, хотя признается, что в душе либерал. Говорит, что в команду коммунистов после попытки строительства свалки на ШИИСе пришло много достойных людей. Вообще ШИИС – это плевок в душу. Бухтели на диванах дома, что там пенсионный возраст подняли, да? Но вспомни, сколько народу у нас пришло на митинг против повышения пенсионного возраста. И было в лучшем случае человек 200. 200 человек, которые против, вот готовы выйти против ухудшения своей конкретной ситуации. Но когда возник полигон на станции ШИИС, это был плевок в душу. Вы ничего не попутали. Руководитель общественной организации «Экологи Коми» Нина Ананина тоже решила баллотироваться в парламент после ШИИСа, хотя раньше помогала чиновникам в экологических и просветительских проектах. В команду КПРФ попал даже либертарианец Виктор Воробьев. Он несколько лет занимался правозащитой, работал юристом в предвыборном штабе Максима Каца и Дмитрия Гудкова перед выборами в муниципальные советы Москвы.
Да, я выдвигаюсь от КПРФ, потому что КПРФ – это главный оппонент «Единой России» в Республике Коми. На сегодняшний день в России партийная система, она практически разрушена, и партия стала просто таким механизмом выдвижения. Многие из кандидатов от КПРФ в Коми не стали вступать в ее ряды, но это и не было обязательным условием выдвижения. И КПРФ в этой части, она предоставила площадку, потому что, конечно, достаточно сложно идти самовыдвиженцем, достаточно сложно идти просто независимым кандидатом. Мы это видели историю с Московской городской думой, да, в прошлом году, когда просто многих независимых кандидатов не зарегистрировали на выборы. Против КПРФ политтехнологи решили выставить спойлеров, например, коммунистов России. В Сыктывкар накануне выборов даже прилетел партийный лидер Максим Сурайкин. На его пресс-конференцию пришел всего один журналист, а мероприятие продлилось 22 минуты. Тезисы КПРФ скопировала в своей программе и Коммунистическая партия социальной справедливости, а повестку по ШИСу пыталась перехватить «Зеленая альтернатива». Но больше всего шума наделала партия «Родина». Ее, кстати, не все считают спойлером КПРФ. За неделю до выборов практически весь город был завешен ее листовками, причем зачастую на заборах и домах. И когда другие кандидаты делали агитаторам замечания, они отвечали насилием. Я обмахиваю свое ухо, которое пострадало после нападения родиновских титушек, которые залили меня и моих друзей из перцовых баллончиков. Вот, у меня ожог, я уже съездил в травмпункт. Мы с друзьями ходили по городу и увидели, что конкретно вот на этот фонарный столб агитаторы у партии Родина вешают свои агитплакаты. Мы подошли и сделали молодому человеку замечание. И сказали, что, может, не стоит вызывать полицию, а ты просто сам все это снимешь. На что он ответил: я сейчас позвоню своим старшим, они приедут и разберутся. Да, они скажут, законно это или нет, вот как-то вот так. А вместо старших, вместо его кураторов приехали какие-то титушки, которые меня и моих друзей залили перцовкой. Активность Родины в Коми может быть связана с политтехнологом Максимом Шугалеем, который сейчас находится в ливийской тюрьме. Он возглавлял партийный список на выборах. Шугалея считают человеком Евгения Пригожина, близкого к Владимиру Путину бизнесмена. То ли Родине был нужен мандат, чтобы вытащить Шугалея из ливийской тюрьмы, то ли просто показать обитателям Кремля свои возможности на политической арене. Эта история, мне кажется, про амбиции конкретных людей. Мне кажется, это попытка скажем, структур политтехнологических, связанных с Пригожиным, просто показать свою эффективность перед теми, кто руководит политикой на федеральном уровне. Смотрите, вот как мы можем. То есть мы видим, что периодически появляются материалы о том, что вот, пригожинцы там, пригожинцы сям. Я убежден, что львиная доля этих публикаций спровоцирована ими самими, то есть это утечки с целью самопиара. Мы видим, что они постоянно себя предлагают в качестве помощников. Но поскольку система управления выборами в России вполне себе эшелонирована, есть люди, которые управляют этим давно, им никакие советники со стороны не нужны. Итак, выборы главы региона выиграл назначенец из Кремля Владимир Уйба. Хотя точнее будет сказать, выиграли его политтехнологи. Штаб Олега Михайлова к следующему голосованию обещает стать более внимательным и профессиональным. Кто его знает, может быть, новые выборы состоятся не через 5 лет, а намного раньше. Я же с вами прощаюсь и предлагаю посмотреть результаты голосования. Кубы партия Родина стоят практически по всему городу, а заборы и дома обвешаны наклейками и агитационными листовками. Вот здесь девушка раздает газеты. Здрасте. Дадите газету мне? Вам же есть 18? Есть. А вам? Возможно. Неприлично такое спрашивать у девушки. Ну, конечно, если девушка не занимается агитацией. Все должно быть по закону. А вы за кого будете голосовать? Это секрет. Я не могу сказать даже маме.